Александр Пушкин. Видали ль вы его в безмолвных тех местах, где кровных и друзей священный тлеет прах? Видали ль вы его над хладною могилой, где нежной Делии таится пепел милый? К почившим позванной вечерней тишиной к кресту приникнул он бесчувственной главой. Стенания изредка глухие раздаются, он плачет, но не те потоки слез льются, которые сладостны для страждущих очей и сердцу дороги свободою своей. Но слез отчаяния, но слез ожесточения, молчание ужаса, безумстве исступления дрожит. И между тем, под сенью темных ив, у гроба матери колено преклонив, там дева юная, в печали безмятежной, возводит к небу взор болезненный и нежный. Одна, туманную луной озарена, как ангел горести является она. Вздыхает медленно, могилу обнимает. Все тихо в круг его, а кажется, внимает. Несчастный на нее в безмолвии глядит, качает головой, трепещет и бежит, спешит он далее. Но вслед уныние бродит. Во храм ли Вышнего с толпой он молча входит. Там умножает лишь тоску души своей. При пышном торжестве старинных алтарей, при гласе пастыря, при сладком хоров пении тревожатся его безверие, мучение. Он Бога тайного нигде, нигде не зрит. Померкшую душой святыне предстоит, холодной ко всему и чуждой к умилению. С досадой тихому внимает он моленью. Счастливцы, мыслит он, по что не можно мне страстей, бунтующих в смиренной тишине, забыв о разуме и немощном, и строгом, с одной лишь верою повергнуться пред Богом? Напрасный сердце крик. Нет, нет, не суждено ему блаженство знать, безверие одно. По жизненной стезе во мраке вождь унылый влечет несчастного до хладных врат могилы. И что зовет его в пустыне гробовой? Кто ведает? Но там лишь видит он покой.